Доброго дня, дорогие телезрители, сельский дед Дмитрий Аргунов приветствует вас в эфире программы «Мы вам покажем». Показать мы сегодня вам хотим замечательные вещи, но начать я хотел бы с очень древней истории. Год примерно 1973-74, детский сад в селе Тюнгулю, и целая группа детсадовцев, в котором я состоял, получает занозу вот на этом элементе, который называется, обычная горка, да. В те времена, конечно, горки делали из обычных досок, ориентация волокон была неправильная, и, соответственно, вот детсадовцы получили вот эти вот очень своеобразные травмы. Ладно, это касаемо тех времен, когда мы все еще были маленькими, ходили под стол пешком. Нынче детские площадки, элементы детских площадок, это очень-очень капитальные такие высокие требования, в первую очередь по безопасности. И сейчас проходит выставка как раз детских площадок на площадке компании «Профи». И мы приветствуем менеджера компании, представителя компании «Профи» Валерия Валявка. Валерий, прежде всего, согласны с тем, что, скажем так, детские площадки нашего детства и нынешние – это две большие разницы? Да, действительно. Сейчас есть очень точный регламент, вот как вы сказали, есть не именно ГОСТы, СНИПы, на которые ссылаются, не указывая конкретно какой, есть технический регламент 2017 года о конструкциях детских площадок и так далее. Там идет вплоть до того, что какой размер окна делать, чтобы пролезла голова, например, но не пролезло тело. Есть размер вот между досок, какое расстояние. Да, и согласно этому регламенту мы уже четко смотрим, какие параметры мы определяем, как мы строим. Например, вот качели тоже. Здесь определенно нужно не 60 сантиметров, не 80, а минимум метр. От метра ширина между подвесами. Так, начнем вот с замечательной вот этой вот штуки. Мы все видим, когда, я же немножко в стройке тоже работаю, да? Когда сдается многоквартирный дом и так далее, начинается требование. Детская площадка должна быть оснащена продукцией компании N. Скажем так, да? Одного из замечательных производителей российских. Мы сейчас говорим об импортозамещении, но сейчас больше нужно говорить все-таки о местном производителе. Согласны с этим? Да, конечно. Компания N, она базируется в крупном российском городе, оборот у нее, скажем так, миллиардный. Чем? Это же та же самая, скажем так, та же самая продукция, но в чем отличается? Да, та же самая конструкция, продукция. Отличие именно в дереве. Вот как вы говорите, компания N, они предоставляют точно такой же, например, вообще несколько производителей, вот форму, да, именно такую же предоставляют. Они отличаются деревом. У нас сосна, у них, если не ошибаюсь, такое название дерева есть, европейского рябиния. Но вообще в целом детские площадки, они срок эксплуатации их не 15, не 20 лет. Есть регламент там технический, опять же, про который говорили, указывается не более 5 лет. 5 лет. Да, потом подлежит замене, да? Да, конечно, обязательно. Но опять же, наша сосна, все прекрасно знаем, что она вековая. У нас здесь в Якутске до сих пор стоят деревья, которые вот строим из сосны и из березы. Также мы шлифуем, дерево защищаем. Обязательно. Обработка. Все, да. Никаких, вот мы сегодня говорили про занозы, никаких занос, ничего. Все это обязательно учитывается, потому что дети это очень строгий клиент. Скажем так, ответственный. Да. Валерий, то есть получается отличие от продукции, которую, скажем так, предлагают застройщикам за, внимание, вот тут мы подходим к главному, да? За 2 миллиона 200 тысяч рублей вот такая вот конструкция называется хижина. Это, заходят туда, скатывается, тут есть окошки, есть лавочка, все прочее. Вот это, откроем название. Компания называется Компан, это крупнейший производитель детских площадок в России. И стоит у них 2200, да? 2280. Все, хорошо. Ваша хижина сколько стоит? Наша хижина стоит 490 тысяч. Но тут опять же... комплектующие те же? Комплектующие те же. Допустим, пластик, заглушки, вот они, да, можете увидеть. И горка с нержавеющей стали. Мы, естественно, ее заказываем в заводе в Петербурге. Горки у нас идентичные с ними. То есть основная цена лежит вот здесь. Такая горка стоит уже, была свыше 100, но в современных реалиях она больше 200 стоит. То есть 280-270 тысяч нам обходится горка, остальное, вот, пожалуйста, считайте, сколько весь домик. Цена.
Но цифры говорят сами за себя. Здесь вот хочу обратить внимание, есть еще одна замечательная компания, которая называется заглушка.ру, да? Да, да. Да, заглушка.ру, которая обеспечивает всю безопасность вот этих вот метизов. То есть, если мы вот видим, здесь метиз торчит, вот таким вот образом, да? Здесь, ладно, круглая головка, которая обеспечивает. Да, А все болтовые и прочие соединения, они вот этими заглушками производства замечательной компании заглушка.ру, они прикрываются для того, чтобы дети не могли оттуда просто высадить себе Да, глазик. да, и с разгону, чтобы... Да. Мягко. Справедливости ради скажем, что компания производит, заглушка.ру производит совершенно различные. Вот навершие для Да, столбиков. очень много пластика. Очень много пластика, который, еще раз говорю, служит прежде всего для безопасности. Вот здесь, если мы пройдем дальше, мы увидим качели. У нас во дворе стоят примерно такого рода качели. Да, гнездо Заплатили называется. большие деньги, Валерий, большие. Да, очень большие. Любят кататься не только дети, но и взрослые, и подростки. Вот такие вот замечательные подвесы, да. А далее смотрим. Обычная вот это, ну это малая игровой хижина. домик. Да, с песочницей, да? Да. Игровой домик с песочницей. Если заглянуть внутрь, все вот эти уголки и так далее также прикрыты пластиковыми защитными Элементами. кожухами. Здесь смотрим качели совершенно различного формата. Есть такой мини, ну как это называется, скалодром? Лаз. Да, Лаз, да. скалодром. Лаз-скалодром, штурвальчик внутри и так далее. Все эти комплектующие, они в свободной продаже. И почему бы вот эти детские площадки не собирать здесь, я просто уму непостижим. Почему мы должны вести через всю страну? Чехия, компан, вы говорили. Чехия. Чехия, да? Покрытие. Также здесь, в Да. России, в Санкт-Петербурге. Искусственная трава. То есть дети могут валяться там в носочках, в чем угодно и так далее. Но детские площадки это, скажем так, это любимая мною малая архитектурная форма. Да? Я очень люблю строить туалеты и душевые вот эти летние штучки. Лавочки. Скамья антивандальная. Антивандальные. То есть у нас же очень любят забираться там с ногами, что-то там делать, разве что, ну, не знаю, демографию не повышают. Уносить еще любят. Поэтому уносить. приходится. Да, вот эту вот штуку, если, ну, Но ее, да, она и сама по себе невозможно, тяжелая. её невозможно монтируется. просто. Ну, под центнер она весит. Мусорные баки, Урны. урны, да. Также вот такое. У нас же сейчас архитектура очень, и не только архитектура, она все, что это к органике, к дереву очень близки. Обшитое дерево. Давайте мы пройдем еще в другую часть. Мы подошли к стенду с комплектующими, да, Валерий? Да. Это вот те комплектующие, из которых собирается современная детская площадка. Ну, в основном это, еще раз говорю, привозные. Метис, сами понимаем, тоже привозной. Вот такие вот глухари применяются для того, чтобы детки могли безопасно лазить. Но основные материалы это органика, вот сосна, береза, много-много веревок, пластика, да? Различные вот соединения. Также Канат с соединением. да, это. канатные эти веревочные соединения, по которым дети очень любят лазить. Та самая продукция компании «Заглушка». Нравится мне это название, да, «Заглушка.ру». Ну, вот питерский завод. Да, про который питерский я завод, говорил. которая позволяет скрывать вот эти вот вещи безопасно очень. Вот такие вот вещи абсолютно легко производятся здесь, равно как и вещи. Мы это чуть позже посмотрим. Те же самые вот эти лазы, да, которые крепятся на этих. И, внимание, вот мы отдельно посмотрим, у нас же очень модно ставить воркауты, да, так называемые уличные тренажеры, которые... вот так вот, это вот фурнитура для именно как раз воркаута. Да, хомут и колодка хомуту называется. Да, это турник сделать так. Будет хватать намертво, гарантирую, вот как полустроитель, да? Ну, вот такие вот, такая вот фурнитура, которая применяется. А вот здесь вот лежит заготовки для уже местных детских площадок. Смотрим, клееные столбы. Клееный брус. Клееный брус, да, Лиственничный. столбики изготавливаются из этого. Но также здесь на выставке представлен очень широкий ассортимент массовой, скажем так, продукции. Да. Пройдемте туда.
Прошлым летом на нескольких площадках столицы были установлены уличные тренажеры, ну, примерно такого же качества. Примерно такого же качества, да? И вот зона воркаутов, в котором вот как раз... кстати, Валерий, почему применяется именно такое соединение? Ну, вообще сейчас воркаут максимально отходит от сварки, потому что, ну, сварка, конечно, прочна, но не вечно. Это у нас, вот как мы говорили, хомут, колодка к хомуту, то есть никакой здесь сварки. Сварка только вот сварена у нас, допустим, здесь сварной шов, ну, сама конструкция, да, которую мы не можем сделать иначе. Вот, тут также пластик, заглушка, и наверху, обратите внимание, наверху столбов тоже заглушки. Это все для эстетичности и надежности. Ну и влага туда не попадает. Да, конечно, обязательно. Стягиваем мы их болтами шестигранными, они идут уже как антивандальные, чтобы его не разобрали. Кольца, канаты, турники для отжимания, для подъема. Также вот здесь вот за решеткой мы видим дачный, скажем так, сегмент продукции, который, то есть, в принципе, можно и заказать и в частный дом, да? Детские площадочки, которые, ну, в меньшей степени отвечают, потому что домовладелец в любом случае он берет ответственность на себя. И вот здесь вот на этой стороне мы видим вот тот самый массовый сегмент продукции, который, опять же, производится здесь, да? Да. Производится здесь. Мы сейчас после сразу вот этого пройдем на производство и покажем, как вот эти элементы, они производятся. Производятся на, ну, не сказать, что не хитрым, но достаточно дорогое оборудование. Но, еще раз, внимание, столбы клеятся здесь, все ступеньки вырезаются здесь. То есть дело остается за малым, за сборкой, в котором вот массово применяется, еще раз, фурнитура ведущих российских производителей. Но получается у нас вся сборка местная, да? Да. Вот здесь самое главное, вот этот ассортимент, он для детских садов и так далее. А как насчет сертификации? Насчет сертификации, вот такой сложный вопрос был для нас год назад. Был. Да, почему? Потому что сертификация сейчас, она, вот как я говорил, не по ГОСТам, да, а есть конкретный регламент технический, евразийский, он от 2017 года, и мы работаем строго по нему, потому что сертификат нам достался не просто так, сертификация проходила, по-моему, если не ошибаюсь, более 3 месяцев. К нам приезжал эксперт, мы отправляли, опять же, сосну, березу, брус клееный, металл, который мы берем, краску, которую мы берем, то есть все материалы, из которых изготовлены, отправляли на завод, не на завод, а в химлабораторию. Там все проходил, вот, ну, все эти анализы. Потом к нам приехал эксперт и четко нам указывал, где и что, как делать, какие комплексы нужно доработать, где мы правы и так далее. На основании всех этих действий мы уже получили сертификат. Допустим, есть сертификация вот у некоторых производителей, ну, так скажем, недобросовестных, да, у них есть добровольный сертификат. Это, ну, как вам объяснить, это просто бумажка, на самом деле, которая стоит там 20-12 тысяч. Красивая бумажка, где сертификат, вот производитель. А этот сертификат, он уже другой. Почему? Потому что, вот, опять же, с выезда лабораторий, исследований и так далее. То есть сертификат в соответствии нормам безопасности. Да, уже не 20 тысяч, а свыше 2 миллионов такая вот бумажка стоит. Вот такой вот пакетик документов, которые руководитель компании «Профи» показывал мне вот это. Ну, на самом деле, да, мы потом уже посчитали все, что мы сделали. У нас около 3000 листов. Вот, сертификация заняла. Это на бумаге, но да. Это, еще раз говорю, действий? столь повышенные требования к оформлению документации, ну, потому что, еще раз говорю, вот эта вот продукция, она устанавливается на детских площадках, в детских садах. Там, где речь идет о здоровье и безопасности детей. Да. Поэтому такие требования, я считаю, что в принципе нормально. И бывают, конечно, перегибы, когда, не туда уходят, да? Требования очень серьезные. Да. Мы, когда столкнулись, мы очень удивились, но когда начали, конечно, надо было закончить, сделать. И теперь вот все, считайте, что я же производственник. Давайте мы сейчас посмотрим, как устроено ваше производство, как и что производится именно в компании «Профи». Давайте. Я очень люблю коллег-рукоделов, которые что-то делают там из движков от стиральных машинок и так далее. Но если мы заглянем сюда, это ничуть не от стиралки стоит движок, да, достаточно мощный, вот с таким мощным редукторами на такой станине из корабельного металла. Да? Да. Это трубогиб, советский еще трубогиб, который переделан под текущие задачи. С его помощью можно делать
примеру, вот такие вот вещи. Вот эта спиралька, говорят, потом растягивается до необходимой Да, высоты. 2 метра. Да. И кажется, как бы вот эта горочка, по которой скатываются детки. Ну, какое еще оборудование здесь в производственной зоне? Так, вот. Понятно, светлильник стоит. Кстати, почему сбоку джет, а тут Bosch? Это юмор такой. Это да, такой юмор, да. Это джетовский светлильник. И здесь, внимание, металл пилится не болгаркой с кучей искр, да, а при помощи специального диска. Да, называется пильный диск. То есть он отрезает здесь практически идеально, без шероховатостей. Да, мы Мы сейчас используем металл, мы пилим металлом. рез посмотрим прямо, как оно выглядит. Зажимается в тесочки. Это у нас коллега был раньше, Алексей Соколов, вот тоже очень любит ковырять металл. Ну вот, и сопоставляем. Олег, а что было бы чище, болгаркой или этим? Гораздо вот этим чище, да? Да, конечно. И ровнее, и чище. Скорость пила быстрее. Скорость пила быстрее, Да, да? конечно. Ну и искр, насколько я Практически вижу, нет. ну, Мало очень. гораздо меньше. Достаточно безопасно, потому что здесь стоит кожа. И если что-то летит, оно летит сюда, от оператора. Здесь получается, даже можно не зажимать, просто рукой. Если труба длинная 6-метровая, тогда мы подставляем вот такую подставку. Ролик. Выравниваем ее по уровню, чтобы поровнее было. Допустим, круглая труба 102-108 диаметра, она тяжелая, и если ее неровно положить, разрез будет неровный. Все понял. Все здесь варится полуавтоматами, да? Исключительно полуавтоматом варим, потому что у полуавтомата шов Чище. он чище, жестче, надежнее, и поэтому мы только полуавтоматом. Ага. Вот стоит Петр Егорович, Да, баллон сварочник для полуавтомата. с углекислотой, сам сварочный аппарат. Ну, короче, красота. Углекислота выполняет роль флюса, как защитный газ. Это не кислород, а именно СО2. Углекислота. Все хорошо. И давай пройдем тогда в деревянную зону. Мне ближе по теме, да, получается. Металлом, это heavy metal, это вот элемент для крутилки. Да, это Для карусельки. заготовку для карусели делаем. Ну, это самая чистая зона деревянной зоны, да. Мы стоим сейчас, вот отодвигается станина ЧПУшного станка, на котором вырезаются фанерные заготовки. Оператор вот Семен, это, говорю еще раз, самая чистая зона. Пыль отводится. Сейчас вот дело вступит фреза. Надо посмотреть. Мы много показывали ЧПУ в своей программе, да, там Алеша Гольдеров занимается и так далее, но на таком уровне, такого оснащения, ну, впервые. Ну вот режет, уходит здесь по гофре опилка. Ну, то есть максимально чисто делаем. Вот фреза, получается, она уже в кожух заключена, резиновый, щетка сразу подметает, да? Пыль отводится и абсолютно чистое, скажем так, рабочее пространство. Этого надо уметь добиться, это, скажем так, одна из больных тем моей небольшой мастерской. Вот уходит у нас Да, на улицу это- стружка. Аспирация происходит по десятке, и, соответственно, здесь перегородочки тоже такого вот плана из толстого полиэтилена. Мы выходим наружу, да, и здесь мы видим небольшую, но очень почти профессионального уровня мастерскую, которая сплошь оснащена джетовской, и вот даже профессиональная серия джета Powermatic оснасткой. Вот здесь производится вся деревянная, конструктив весь деревянный, заготовки для клееных брусьев. Вот сами клееные брусья, да, скажем так, она более стабильна, ее не поведет, ее не растрескается.
И поэтому для, еще раз, очень завышенных требований по детским площадкам это идеальный вариант. Ну, Именно такой брус, да, нам Да. и рекомендуют использовать. ну и стоимость, конечно, она чуть подороже. Да. Вот я рассказывал уже историю про занозы в пятых точках. Чтобы этого не было, стоит по-арматиковски вот такой вот замечательный барабанный, Шлифовальный станок. да, барабанный шлифовальный станок. Мечта любого столяра. Да? Смотрим, 20-й ширины, 2-метровой длины фуганок, который с места не сдвинешь просто, да? На нем выстругивается, задается геометрия. Вся аспирация, распиловочный станок, там стоит фрезерный станок. Здесь рейсмус, тоже полупрофессиональный, да? Да. 30-й ширины. Ну, в смысле, твори не хочу. Вот у меня есть знакомый, да, Серега Комков, может, знаешь его. Он говорит, сейчас время такое, что очень весело и, скажем так, с удовольствием мастериться, потому что инструмент есть совершенно разный. Были бы деньги, купить можно Да, инструмента все очень что много. угодно, да. Начиная от струбцины, заканчивая крупными станками. Вот торцовочная пила у нас Bosch. Также опилки уходят без опилок, без какой-то грязи. Да. Ну, еще раз, вот эта небольшая столярная мастерская, она позволяет выполнять здесь, на месте, в Якутске, весь тот ассортимент необходимых деревянных изделий, которые нужны для того, чтобы изготовить детские площадки здесь, на месте. Да. А не везти через всю страну, еще раз, по такой тяжелой логистике, особенно сейчас в этот кризис, который в первую очередь бьет по логистике. Да? То есть у нас цена, это даже не цена производства, а цена перевозки получается. Да, да. В значительной степени. Поэтому в свете не то чтобы импортозамещения, а поддержки местных товаропроизводителей я бы очень-очень рекомендовал, особенно застройщикам, особенно детским учреждениям. Выставка продажи идет детских площадок производства компании «Профи». Пусть это не прозвучит реклама, я еще раз говорю, это государственная линия о том, что местный производитель должен быть поддержан хотя бы на том уровне, что об его преимуществах мы вот так вот берем и рассказываем. То есть, еще раз, ключевое у нас, хижина вот эта вот с горкой компании «Компан» стоит 2 200 000, на тех же комплектующих производство компании «Профи» оно стоит 490 000. Ощутите, как говорят, разницу в 4 раза. Тот же срок эксплуатации, Те же требования по безопасности, Да. которые документально уже зафиксированы, подтверждены. Вот такой вот 3000, скажем так, листов сертифицирующей Всю сертификацию, гарантию мы все предоставляем. документации. Соответственно. Ощутите разницу. И еще раз говорю, это местный производитель. Это здешние наши ребята, которые трудятся вот на, пусть небольших, но еще раз говорю, вполне вывозящих потребности части запросов республики в плане оснащения современными детскими площадками. Так получается. Все верно. Все. верно. И, дорогие друзья, желаю вам, чтобы ваши дети не получали такие же травмы, как я в детстве, как многие из вас в детстве, да? Потому что современная детская площадка – это залог не только хорошего настроения у наших деток, а еще и залог безопасности, залог того, что с ними все будет в порядке. Эта программа мы вам покажем. С вами Дмитрий Аргунов, сельский дедок такой. Ну и спасибо Валерию Валявке, Спасибо. представителю компании «Профи», за вот этот вот экскурс «Мир детских площадок».